На сегодняшних соревнованиях присутствует в качестве почетного гостя Данилов Анатолий Ксенофонович. Руслан Валерьевич, представьте, пожалуйста. Сегодня проходит 15-й открытый республиканский турнир в памяти мастера спорта Советского Союза по борьбе самбо Ладанова Владимира Васильевича. Одним из первых тренеров этого спортсмена был Анатолий Ксенофонович Данилов, который на сегодняшний день является ветераном спорта. Государство высоко оценило его труд, присвоило ему звание заслуженный тренер России, заслуженный работник культуры Республики Коми, заслуженный работник Российской Федерации. И накануне такая интересная дата, как 50-летие самбо в Республике Коми. Вот, Анатолий Ксенофонович приехал в Республику Коми. В каком году вы приехали? В 1971 году. В 1971 году. Да, это был город Печора. Город Печора, да. И в городе Печора Анатолий Ксенофонович был до 1996 года. Ну и 1996 года пригласили в Сыктывкарский государственный университет. Правильно, да? Да. На кафедру физического воспитания. Уважаемый Анатолий Ксенофонович, будьте добры, расскажите, пожалуйста, о вехах вашего труда в Республике Коми. Можно ли Да. говорить? В Республике Коми в 1971 году начал заниматься этим видом спорта в городе Печоре. В течение 25 лет здесь у нас, в нашем городе, в городе Печоре, в данный момент в Сыктывкаре нахожусь, с 1971 года на общественных основаниях организовал группу, потом друг за другом мы добились. В нашей школе подготовили и призеров, призеров и чемпионов мира подготовлено. По какому виду борьбы? Виду борьбы самбо. Самбо. Сродни вида самбо. Так, пожалуйста, здесь вот рядышком присутствует у нас кто? Будьте добры, расскажите немножко о себе. Ученик. Ну, скажи, имя. Зазухлин Андрей. Вы являетесь учеником Анатолия Ксенофоновича? Ну, пожалуйста, немножко о вашем наставнике и немного о себе. Так, насколько мне известно, вы являетесь кем? Чемпионом мира? А кем? Победитель первенства России. Победителем первенства России по самбо в каком году? В В 1992 году в городе Курган. Курганск. Вашим тренером был и есть Анатолий Ксенофонович. Так, кого вы еще подготовили? Каких результатов достигли? Андрей, конечно, у нас много плеяды равных борцов было. Могу сказать, перечислять мастеров спорта не будем, около 30 человек. Это в Печорской школе самбо подготовлено, и по дзюдо, по самбо вместе. Вот. Вот так что подготовлен у нас чемпион мира Константин Локтионов в весовой категории до 100 килограмм. Это в 1993 году стал чемпионом мира. Николай Хорс в 1996 году занял второе место на чемпионате мира в городе Токио по самбо. Вот. Ну, конечно, перечислять это невозможно. Вот такие наши критерии, наши выступления. В этом году отмечается 50-летие самбо в Республике Коми. Что бы вы хотели пожелать? Пожелать
хотел бы, чтобы все трудились дружно. И не надо останавливаться на достигнутом. Если где-то срыв получился, надо исправить. И все, всем доступно было этот вид спорта. Так что вот одержали победу. Одержать победу на уровне чемпионатов Европы, мира. Со своей стороны, уважаемый дорогой Анатолий Ксенофонович, пожелаю вам, дай Бог здоровья. Мы вас все уважаем, помним. И будьте всегда с нами. Спасибо большое.